Добрый день, меня зовут Булат, и в честь Дня книги хотел бы поделиться тем, что я люблю сам читать, ну и поделиться какими советами из того, что мне наиболее понравилось. Я больше предпочитаю читать художественную литературу, исторические жанры. Из последних книг, которые были прочитаны мной, это «Жестокий век», Чингисхан Василия Яна, «Золотая Орда», «Кочевники». Мне очень нравится погружаться в исторических событий того времени, проживать это вместе с героями. Вот. Также предпочитаю психологию и деловую психологию, которая очень применима к нашей текущей работе, так как мы все с вами работаем в организациях во многом, испытываем определенный стресс психологический, и нам очень важно справляться со своими состояниями. Вот. И я бы хотел поделиться с вами своим мнением о книге, которая называется «Икигай». Это секреты, японские секреты долгой и счастливой жизни. Здесь очень важно отметить, что речь идет о долгой и счастливой жизни. Вот. Что такое икигай? Это то, ради чего вы каждое утро просыпаетесь и идете на работу. То есть то дело, которое вас вдохновляет, мотивирует, дает вам определенную энергию, радость, состояние счастья. Авторы этой книги описывают жителей японского острова Окинава. На этом острове очень много долгожителей, и средний возраст там больше 90 лет. Есть жители, которые доживают до 100 лет, 117 лет. Ну, вот такие цифры, которые как бы кажутся нереальными. Но на самом деле все вполне реально. И здесь есть пару практических советов, которые бы я тоже хотел бы вам, чтобы вы применяли их в жизни. Ну, для себя я то, что взял, это 3 основных правила. Это первое – маленькие шаги. Японцы их называют кодовари. То есть, когда вы что-то большое, не стрессуете, начинаете делать с чего-то маленького. Каждый день понемножку, и в итоге вы преодолеваете какую-то большую значимую цель. Это эффект маленьких шагов. Второе – это состояние потока. То есть умение находиться здесь и сейчас, умение погружаться в дело полностью. И когда вы целиком и полностью погружены каким-то процессом, не знаю, работой, отчетом, написанием чего-то, вы просто теряете время, счет времени, оно просто исчезает. И в этот момент вы чувствуете удовлетворение, спокойствие, эмоциональную радость такое. Ну и третье – это наделение смыслом то, чего вы делаете. На самом деле иногда бывает, что мы теряем смысл, ради чего мы это делаем. Нахождение чего-то важного, чего-то большего в каждом рутинном процессе – это очень важно. Есть притча про 3 строителей, наверное, вы знаете, да? Один клал кирпичи, другой зарабатывал деньги, а третий строил храм для школы. И вот когда мы делаем какой-то отчет, мы можем наполнить его определенными смыслами, придать значимость, что мы делаем что-то большое, значимое, ну не только для себя, но и для всей компании, для всего государства в целом. Вот. Ну и завершить я хотел 10 законов икигай. Вот они. Здесь основные пометки, что мне особо понравилось. Я думаю, каждый из вас найдет что-то для себя важное. Ну, основные 10 быстренько вам прочитаю, а дальше вы уже сами поймете, что вам нужно. Первое. Оставаться всегда активным. То есть не останавливаться, двигаться, бесконечно находить себе новые какие-то интересные проекты. Второе. Воспринимайте все спокойно. Здесь как раз-таки вопрос умения справляться с стрессом, не придавать слишком большую значимость. Вот. Не переедать. 80% японцы говорят, желудок должен быть наполнен на 80%, не больше. Не изнашивается организм, оказывается. Окружите себя друзьями. То есть японцы очень уделяют большое внимание именно социуму, в то, с кем они общаются, кто рядом их окружает. Вот. И очень важно, чтобы это были близкие по духу к вам люди, с которыми вам комфортно, с которыми вы улыбаетесь, смеетесь. Пятое. К следующему дню рождения улучшите свою физическую форму. Японцы не ходят там в спортзалы, не качаются мышцами, но они стараются каждый день делать определенные зарядки, цигун, у них есть ушу, вот такие вот всякие техники, которые они применяют, это упражнения для физической активности. Улыбаться. Доброжелательное поведение располагает другим и наполняет ваше тело другим состоянием, прям другие гормоны появляются. Вернитесь к природе, это вот 7-й пункт.
Уделяйте времени тому, что проводить на улице. Мы понимаем, что мы живем в городе, ну, ходите в парк, устраивайте какие-то пикники, это очень важно. 8 пункт – благодарность. Быть благодарным за то, что у вас есть, быть благодарным своим родным, близким, своим родителям. Это тоже меняет ваше состояние. Живите настоящим, то есть перестаньте сожалеть о том, что было в прошлом. Не беспокойтесь о том, что будет в будущем. Ну, находитесь здесь и сейчас, в моменте. Ну и 10 – это найти икигай, найти то дело, ради которого вы готовы просыпаться каждое утро, идти на работу. Это может быть что-то абсолютно маленькое, вплоть до того, что там, не знаю, поливать цветы, смотреть за детьми. А может быть что-то большее. Каждый найдет что-то свое. Вот. Если коротко, читайте, вот икигай. Не останавливайтесь. Чтение, знание – это ваш секрет долголетия.